Всем здравствуйте, меня зовут Вадим Руфов, я фотограф. В 2009 году я в первый раз стал отцом своего сына. Вот. И каждый родитель, наверное, я хотел, чтобы у моего ребенка были очень красивые, такие качественные фотографии. Вот, я думал, что сейчас вот куплю зеркальную камеру задорого, и у меня будут очень красивые фоточки, а не тут-то было. Пришлось как бы учиться фотографировать через YouTube. Ну, конечно, фотографии. Вот если сейчас смотреть, не самые качественные, но тогда по мне казалось, что это прямо вау. Изучал, экспериментировал. Ну, получилось. В основном снимаю свадьбы, да? С первой свадьбы я понял, что свадьба это мое. Вот, я хочу снимать свадьбы. День свадебный-то это первый семейный праздник, получается, у молодой пары. У тебя молодожены каждый раз меняются, да? Вот, и для них это в первый раз. Это для тебя, ну, как будто каждый день. Поэтому ты должен вот это вот чувствовать. На самом деле фотография же это творческий процесс, творческая работа. Вот, в первую очередь тебе должно это доставить какое-то удовольствие. Вот, и ты должен сделать что-то такое, помимо классических фотографий, что-то такое творческое, да? Порой бывает, за одну свадьбу снимаешь там 4000 кадров. Если одну свадьбу сортировать, да, занимает, ну, первая сортировка это по часам, наверное, 10 часов можно просидеть, да, вот перед компьютером, потом уже идет вторая сортировка. А сама обработка, ну, цветокоррекция может занять даже неделю, одну свадьбу, а у тебя за месяц там 6 свадеб примерно. Фотограф-то он, по идее, он тот человек, который только делает фотографии, вот по идее, да, но у всех специфика разная. Социальная тема мне самому была интересна и до того, как я стал фотографом, допустим, да. Хочу как-то вот сделать какой-то вот стартап, что ли, можно сказать, да, вот, чтобы человек начал себя, ну, как перебороть вот этот барьер, чтобы дома не сидеть и показывал себя людям и чувствовал себя точно таким же человеком, как и мы все. С Намцев вот Витю Романова снимал, парень, который родился совершенно здоровым ребенком и в 3 года переболел гриппом, и его парализовало, да. Он, несмотря на свое здоровье, да, вот, ну, состояние, вот, он занимается спортом каждый день дома. У него мечта вот, ну, хотя бы стоять на ногах. Он вот сейчас секунд 5 уже стоит на ногах. Вот. И вот в прошлом году в Мегино-Хангаласском районе пожилую пару, которые прожили 55 лет. У нас было такое чувство, что они прям вот молодые ребята, которые, есть же, говорят же, конфетно-букетный период, да, они прям вот такие вот усю-сю, такие, друг с другом как-то вот так, а люди прожили 55 лет. Многие же могут подумать, типа, ай, надоело там, ну, за 55 лет друг другу же могут надоесть, да, вот, а тут нет, у них все прекрасно, тут, дай бог. Вот снимал Иру Павлуцкую, Никиту Хона. Я вот Иру уговаривал полгода. Когда вот разговаривали, я сразу почему-то понял, что ей как-то сложно вообще выйти в люди. Летом ходит в капюшоне, там, зимой в шарфике, вот так. Ну, она сама вот рассказывала, да. И решил попробовать отснять ее и показать людям, чтобы она попробовала перебороть вот этот барьер. На мой взгляд, тоже получилось. Вот ее заметили там много где. И в будущем планирую как-то с ней работать. Хочу показать, что нужно ценить жизнь. Вот. Ну, жизнь человеческая, она, конечно, как такая вот необычная штука, да. Вот кто-то рождается в богатой семье, кто-то в бедной, кто-то там здоровый, кто-то не совсем. И в любом случае ты должен радоваться жизни, да. И как-то надо бороться с негативом. Вот. Негатива слишком много. Ты должен от души стараться что-то делать другим людям, чтобы другие люди этим же людям помогли чем-то. Вот. Работа моя делает меня счастливым, да? Вот я ловлю от этого какое-то удовольствие. Я счастливый человек. У меня есть огромная семья. Это для меня очень большое счастье. Вот. Ну и есть что кушать, есть что одевать, допустим, да. Есть свое жилье. Вот. Родители мои, жена моя, мои родственники, мои дети со мной счастливы, я их вижу. И для меня это самое большое счастье.